Дорогие друзья, сейчас мы послушаем членов экипажа атомохода «Арктика». И среди нас два члена экипажа. Кстати сказать, сегодня на Северном полюсе также присутствуют члены экипажа атомохода «Арктика». А у нас здесь, на нашем мероприятии, Анатолий Алексеевич Ламехов, герой социалистического труда, и Евгений Федорович Ульянов. Но я еще тут маленькую деталь хотел бы тоже вам рассказать, что когда строился атомоход «Арктика», строился он у нас в Петербурге на Балтийских верфях, правильно? Что интересно, когда корабль, ну вы знаете, есть такая великолепная церемония, когда корабль спускается на воду, а потом его там уже, будучи на воде, доводят до ума, проходят испытания агрегатов, собственно, самого корабля, все-все. Так вот, с даточным капитаном этого атомохода «Арктика» тоже был наш земляк, это чудеса какие-то, Казбек Михайлович Хитагуров. И он, значит, передал уже апробированное в походе, все как положено, в движении атомоход своему коллеге, а он еще и родственником был, поскольку у них матери, сестры. Слушайте, это вообще кино, как так могло получиться, но тем не менее так получилось. Так что вот Казбек Михайлович Хитагуров и Юрий Сергеевич Кучиев, вот так вот они породнились не только кровью, но и таким великолепным красавцем, как атомный ледокол «Арктика». А сейчас я хотел бы попросить Анатолия Алексеевича вот рассказать, чем запомнился ему его товарищ, его коллега Юрий Сергеевич Кучиев. Что, может быть, ну тут обо всем не скажешь, понятное дело, много впечатлений, много встреч, много воспоминаний, ну, может быть, что-то самое главное. Анатолий Алексеевич, пожалуйста, только вы немножечко сюда пройдите. Вот, спасибо. Дорогие друзья, вы, наверное, удивляетесь, что атомоход «Арктика», на котором я работал и ходил на полюс, продолжает свою жизнь в новом ледоколе. Я принимал участие в спуске нового атомохода, который будет в 1,5 раза мощнее этого ледокола и в 1,5 раза больше этого. Наверное, удивляюсь, почему я не на Северном полюсе, если я участник этих походов. Меня трижды приглашали в Москву, я трижды отказывался, дважды приглашали вот в этот поход, чтобы я участвовал, так как был участником. И на моей вахте я был старпомом, на моей вахте ледокол вышел в точку Северного полюса. Меня уговаривали, но я не смог уговориться. Почему? Во-первых, я серьезно болен. Я вот так чувствую-то себя неплохо, но дело все в том, что я 3 раза в неделю прохожу процедуры, диализ у меня. Подключают ко мне аппараты искусственные почки. Вот, и я 3 раза каждую неделю бываю в больнице, где прохожу вот эту процедуру. Я говорил с врачами, говорю, отпустите меня. Говорят, нельзя. Если не подключать к аппарату, то не больше недели можно протянуть, и дальше до свидания, дорогой. То есть надо обязательно, чтобы как батарейка все время подзаряжается у телефона, также и тут для почек нужно, или вернее вместо почек, нужно постоянно чистить кровь. Вот я прохожу такую процедуру, поэтому я не смог пойти в этот рейс, а меня уговаривали. Что мне хотелось бы сказать о Юрию Сергеевиче Кучиеве? Я Юрия Сергеевича Кучиева как работник пароходства знал давно, но близко с ним столкнулся только впервые на дизельном ледоколе новой финской постройки, дизель-электрический ледокол «Мурманск».
Он там подменял капитана, а я там был старшим помощником. Там, видно, я ему приглянулся, потому что он после этого, попав капитаном на атомоход «Ленин», не забыл обо мне. Я продолжал работать на Мурманске. И когда его назначили на постройку, на приемку нового атомохода «Арктика» капитаном, он меня пригласил к себе в старпом. Я долго отказывался, не хотел уходить на атомный флот. Он говорит, я сам отказывался тоже долго, но потом меня уговорил. Теперь я тебя уговариваю. И он меня уговорил. Я ушел к нему и отработал с ним 12 лет вместе. Старшим помощником был у него дублером, и потом стал капитаном сменным. Он половину срока работает, я в отпуске, потом он вот уходит в отпуск, я работаю капитаном. Вот. И до того, как его врачи задробили, я так и продолжал с ним работать. Потом меня назначили на приемку, на постройку на новый атомоход «Россия». Вот. Юрий Сергеевич продолжал работать на Балтийском заводе, будучи пенсионером. Работал в группе наблюдения за постройкой атомных ледоколов. Там же работал и его, оказывается, племянник, а мы думали, что это не племянник у него, Петербуров Казбек Михайлович. Вот он как-то его представлял по-другому. Двоюродный брат. А? Брат двоюродный. Двоюродный, да? Не, он там не работал. Он работал на Балтийском заводе, да, на Балтийском 26-го цеха. Такелажного корпуса. Вот. Я потом ушел на Россию и пошел уже потом по стопам Юрия Сергеевича. Мне предложили сходить с иностранцами в первый рейс, здесь с иностранными туристами на Северный полюс. В 90-м году такой рейс совершился. Иностранцев было 49 человек, люди очень богатые, все, некоторые были с детьми. Между прочим, богатые люди не побоялись идти на атомоходе, на советском, можете представить. Вот. Билет стоил 30 тысяч долларов. Для них это, как знаете, наверное, 30 рублей. Для нас, потому что все в основном были миллионеры. Ну да. Достигли мы этого Северного полюса, там банкет, буфет устроили. Вот. По этому случаю Росатом всего лишь, это случилось в 90-м году, поход Арктики в 77-м, а Россия пошла на полюс в 90-м. 8 августа Россия вышла в точку Северного полюса. То есть, если так хронологически, то Арктика чуть позже, но она 12 лет раньше. И мне Росатом прислал из Москвы вымпел, который мне хочется подарить вам. Это по поводу того, что вот я достиг Северного полюса и на Арктике, и на России. Спасибо. Что сказать о Юрии Сергеевиче? Юрий Сергеевич, конечно, своеобразный человек, очень крутой, как у нас сейчас слово крутизна подразумевая, значит, такой-то богатый. На самом деле крутизна раньше была, значит, суровый, требовательный человек. Вот таким был Юрий Сергеевич Кучин. Он как-то меня сначала не очень воспринимал, а потом, видно, я ему приглянулся по работе во льдах. И он отбил меня у двух капитанов. У капитана Федосеева, с ледокола Мурманск, которого он подменял, и у капитана Фартусова, который тоже его подменял. Они на него в обиде, что Кучеев не согласовал с ними мою кандидатуру, а забрал к себе, и они здорово поссорились из-за меня. Я не хочу хвастаться, но на самом деле всего так и было. Что мне хотелось сказать? Он свою крутизну подменял или заменял своей отходчивостью и добротой. По натуре он был очень добрый человек. Как все кавказцы, горячий, конечно. Но подходил быстро. И, в общем-то, прощал некоторым очень грубые ошибки.
Из-за того, что видел, что специалист предан морю, знает профессию, хорошо работает. Мы очень здорово расстроились, конечно, когда его врачи забраковали по медкомиссии. С сердцем у него все ладилось. И главная врачиха Баранова задробила его, потому что на него пожаловался главный корабельный врач Алексеев Алексей Алексеевич. Сказал, что Юрию Сергеевичу в море опасно держать, с ним может произойти все, что угодно при больном сердце. И его, эта Баранова, настояла его уйти. Он не хотел уходить с флота, не хотел уходить с корабля. Вот. Но она все-таки настояла перед руководством в Москве, перед медицинским руководством, и его сняли. Направили на Балтийский завод, вот он работать начал там в спецгруппе технадзора по наблюдению за строительством новых атомоходов. При нем построены атомоходы Сибирь, Советский Союз, Вайгач, и началось строительство нового атомохода 50 лет потом. Потом неожиданно для всех он вдруг в 205 году умер. Дочка звонит ему домой, к отцу. Телефон не отвечает. Она расстроилась, поехала к нему домой, они в разных местах живут. Она на Васильевском острове, на Петроградке. Приехала, смотрит, отец мертвый. Включен радиоприемник, играет музыка, а отец лежит в кровати мертвый. Вот так умер наш выдающийся знаменитый капитан. Что бы мне еще хотелось сказать? Он хорошо себя проявил. Вот наша коллега Татьяна Михайловна Захарова знает, как он работал в комитете героев соцтруда. Активный товарищ, выступать любил перед школьниками, перед курсантами. Нас к этому призывал. Все его, в общем-то, уважали, честно скажу. Мы, коллеги. Да, Татьяна? Обязательно. Один подходит ко мне, один герой, говорит: слушай, а вот этот маленький лысый, председатель колхоза, что ли? Чего-то он больно на сельскохозяйственного работника похож. Я говорю: ты что, с ума сошел? Он капитан атомохода. Да ты что? Ой, не говори ему, это я ошибся. Ой, не говори. Сельхозработников. Ну вот, я так все рассказал, задавайте вопросы. Да, еще что. Значит, кроме Татьяны Михайловны, прекрасную книгу, вот сегодня выступала Валентина Ивановна, написала она прекраснейшую книгу «Ядерный круиз в историю Мурманского пароходства». И двухтомник выпустил еще один работник атомного флота, Блинов Владимир Михайлович. Он там тоже о Кучееве много написал, фотографий много. И сейчас продолжает писать о нем книгу. То есть еще выйдет одна книга. Что еще сказать? Спасибо. Если вопросы, Большое спасибо, Анатолий Алексеевич. да, и еще, чтобы вопрос не возникало. Мне звание Героя соцтруда присвоили не за походный полк. За походный полк меня наградили в Октябрьской революции. Героя соцтруда присвоили за 83 год. На Дальнем Востоке потерпело бедствие большое количество кораблей в Чукотском море. Там так их законопатило, что он не мог двигаться даже ледокол линии. Там было 7 ледоколов, и все были без движения. Всего было 30 кораблей, 33 доски. Я был капитаном в это время Леонида Брежнева. Это Арктику переименовали в Леонида Брежнева. Вот. Я был как раз капитаном. Нас туда послали, и мы там 2 месяца сражались. Всех спасли, кроме одного. Один утонул. Ну, утонул он до нашего прихода еще, раздавил экзамен. Вот. А так, в общем, удалось спасти всех. И мне за эту операцию, как писали писатели и ученые, такая навигация по тяжести, по трудности была впервые за 100 лет наблюдений за Дальней Арктикой. Вот мы за это присвоили звание Героя. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий Алексеевич.
в своем выступлении сказал, что он был, ну, проложил маршрут к Северному полюсу для туристов. Кстати сказать, и в этом году тоже осуществляются вот такие туристические экскурсии, если можно так назвать, вообще-то круизы к Северному полюсу. И вот в этом году 28-й круиз будет, Анатолий Алексеевич, уже 28-й год. И туда и обратно занимает это путешествие 11 суток. Стоит это 28 тысяч долларов, или это, значит, вот 1,7 миллиона рублей. Даже можно искупаться на Северном полюсе. Ну, наверное, охотников таких не так много, но тем не менее, значит, пожалуйста. Так как там работало 2 ресторана круглосуточно, и То буфет, то после купались даже этого, ночью. после этого, Вот ледокол стоит и майна за кормой. Анатолий Алексеевич, а вот И купаются там. после алкоголя в воду лезть А категорически это вообще. иностранцы, мы А. не могли их остановить. А то так можно, это запить и потом совсем.